17 человек из Донецкой Народной Республики прибыли в Абхазию своим ходом на автобусе. Они заранее прислали свои списки, и, конечно же, наше правительство не могло отказать им. На территории России беженцев встретил и лично сопровождал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. Уже в полдень автобус с женщинами и детьми прибыл в пансионат «Айтар». Когда сильный обстрел, дома опасно находиться, особенно с детьми, поэтому приходилось спускаться в бомбоубежище. Приехали мы из Донецкой Народной Республики, непосредственно из города Донецка. Но есть тут у нас семья из Иловайска города, это возле Харциска. В 2014 году там был Иловайский котел. Соответственно, детки у нас пострадали, и один ребенок из семьи стал инвалидом. Надежда Тимонова с семьей проживает в прифронтовых районах Донецка. Девушка рассказывает, что из-за постоянных обстрелов и бомбежек они вынуждены были прятаться в подвалах. Последнюю неделю находились без воды. Дома у нее остались родители и муж. Мы для детей сюда приехали, потому что они пугаются, на каждый шорох реагируют и не понимают, что происходит. Мне позвонили, я за 4 часа собралась, и потому что мы выехали в другое место, пришлось вернуться, и все это очень быстро, потому что ни воды, и свет пропадает периодически, и быстро собрались и уехали. Среди прибывших беженцев 10 детей. Маленький Паша Тимонов мечтает, чтобы поскорее закончилась война, и он с мамой и сестрой вернулись домой. У нас очень сильно бомбили, громко было. Я боялся громкости, и все вот так вот происходило. Ну, сейчас более или менее. Мне сейчас хорошо тут, все тут отлично у вас. Я загадывала желание на священный день, чтобы война закончилась у нас. Виктория Волкова приехала с 2 детьми и мужем. На родине у нее осталась мама, которая отказалась покидать свой дом. Вдали от дома, конечно же, тяжело, но люди верят в лучшее. Я вот работаю в садике, помощником воспитателя. У нас один раз было попадание в сад. У нас очень большой сад, и попало в одно крыло. Да, и мы быстренько детей эвакуировали всех в подвал. Хорошо, что дети как раз только садились кушать, они мыли в умывальниках ручки, и стекла все посыпались. Хорошо, что они сидели не за столами, не в спальне были, а были в умывальнике. А так бы были жертвы. Массовая эвакуация гражданского населения ДНР и ЛНР была объявлена в связи с обострением ситуации в зоне конфликта. В основном эвакуация касается детей, женщин и людей пожилого возраста. Безусловно, мы созванивались, они прислали нам список, и все было согласовано. Те списки, которые мы получаем, мы докладываем руководству, и это происходит под руководством главы государства, премьер-министра. Я думаю, что здесь им будет комфортно, климат и отношения. Здесь все условия созданы для этого. Здесь работают и психологи, медики. Они на это очень надеются, радуются. Во всяком случае, в ближайшие недели-две, я думаю, что они здесь у нас будут себя чувствовать комфортно. В пансионате «Айтар» созданы все необходимые условия для комфортного пребывания беженцев. Представители МЧС несут дежурство на территории пансионата в течение всего дня, а в вечернее время на дежурство заступает охрана. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение.